Добрый вечер. Вот у нас прогулочка с двумя братьями. Это акула и йети. Йети, конечно, глобально перегоняет акулу, но акула тоже рослый кобель. Для 5 месяцев с половиной, 6 им будет почти. Это крупная лайка. Переросток, я бы так сказал. А йети это гигант у нас. Йети. Тут у нас Монечка. Тоже Валент это. От Сина и Веги. Сейчас идем гулять. Вот 1,5 километра мы проходим на поводке. А потом мы их отпускаем. Вот вчера гуляли Вольник, Алу и Лорд. Сегодня у нас вот такая группировка. Завтра поедем кабанчика опять показывать. Только не определился еще, кого буду брать. Алиту и Лую точно надо брать. Всех остальных потом посмотрю. Через километр я их отпускаю. И все, вот тут начинается лесополоса, там поля. И вот так сейчас тоже километров 7-10 мы пойдем гулять. Конечно, было бы круто, если был какой-то мини-вездеходик или квадроцикл, или есть такие мотоциклы еще, которые ездят по грязи и все такое. Я планировал к охоте подготавливаться. Вон в лесок побежали. С тех денег, которые щенков в продаже пойдет. Но всем известно, что очень много ушло средств на лечение, на выкармливание, на молоко козье. Плюс все остальные средства я добавил на автомобиль, внедорожник. Ку-ку. Поэтому пока вот полетела ворона или это голубь дикий. В принципе, по росту йети и акула одинаковые, а этот просто пошире чуть и растянутый. Ну и лапы крупнее. Что ты, Монечка, иди, носись. А так как бы по холке, вот одинаковые, они особо не отличаются. Конечно, он кажется здоровее, потому что он вытянутый, пошире. И весит он на 5-7 килограмм больше уже. Вот такой тоже был лес дремучий, когда начинал я строить парк волков. Вот прям один в один я заходил, помню, рассчитывал как мог, расчищал это все. Было время интересное. Ну и сейчас тоже много чего интересного происходит. Акула у нас ловит там бабочек и шмелей. Там Моника и йети траву едят. Акула. Акула.
Посмотрите, что я обнаружил. Кстати, я в парке тоже это обнаруживал, в вольерах на деревьях. Это вот, скорее всего, вот этих вот тварей летучих. Это их, наверное, эти личинки, я так понимаю. Когда уже затихает все, вот эти капания с деревьев, просто как будто дождик идет. Их, походу, столько там будет. Июль, скорее всего, будет столько их, что мама, не горюй. Тут то ящерицы, то лягушки какие-то. Говорят, еще Гатчинский район очень славится змеями, гадюками. Ну, надеемся, что здесь их мы не обнаружим. Вот я о чем говорил, что не очень удобно вот по таким кушерям лазить. Ну и собак меньше прогоняешь. А так дал в топку, туда десятку, обратно десятку. Уже собаки 20-ку проехали. Постоял где-то, побегали вокруг, поискали, понюхтили. А так они уходят. Вот это, кстати, троица не так уходит, как та троица. Та троица постоянно, не знаю, метров 200-300 от меня. А эти пока на виду. Ну, уходят тоже. 300 было у них. Ну, и потом на возврат идут пока что. Видите, каждый по-разному развивается. Тут утку облаивали. Перешли на ту сторону. Посмотрите, сколько иван-чая там. В таком этом уточка сидела. Они пооблаивали ее. Да просто я их снял, и все с нее. Ну, позвал, и они отошли от нее, не стали дальше. Но это очень хорошо тоже, когда собаку снимать так просто можно, чтобы она училась. Чтобы потом не было, что, например, облаивает лося, лось не нужен. Например, да, а собака вязкая, что невозможно, что здесь шуршит, невозможно снять ее потом. Она бывает и по двое, по трое суток на лосе виснет. Но это ни к чему. И если заходят в другие угодья, там в угодьях обычно других стреляет такую собаку. Вот и все. Потому что собака чужая, чья, откуда, что, никто не разбирается. Стреляет ее, да и все. Поэтому нужно, чтобы собака знала, когда ее отзывают от зверя. Так как это очень важно в лесу. Но есть, конечно, индивидуумы, собаки, которые реально очень тяжело снять вязки. Я же говорил уже, потом их находят из-за других деревнях, где только не находят. Ку-ку, бойцы. Всех уже на место посадил. Сегодня у нас курица, так как мясо закончилось. В общем, одна курица со скидкой выходит 400 рублей, потому что тут 2,5, вон 2,40 килограмм, 2, так, это не сильно, вот 2,300. Вот, курицы, короче, крупные, поэтому и выходит со скидкой там 189 рублей. Бывает и такой закуп. Сегодня вот 7 тысяч потратил на курицу. Да, на один вечерок вам 7 тысяч рублей. Все, сейчас. Ну, все, каждый получил свой кусок курицы. Вон как смачно едят все. Моника, Йети, там Вега убежала. Тайга. Алита. Где у нас Луйка? И там у нас Синай спрятался и убежал. Тут девки прессуют. Сейчас волкам, волендам, щенкам, волчатам. Всем сейчас курицы достанется.